Пути, которые мы выбираем. Мужчина возвращался из магазина, помахивая пакетом с покупками. Дети после выходных вернулись с колледжа, и они с женой остались одни. Он купил всяких вкусностей, и теперь они могут посидеть и поужинать в тишине. Тоже, я вам скажу, удовольствие. Жили они в квартире, доставшейся мужу по наследству от его родителей. Перед входом в дом стояло несколько машин полиции. Мужчина очень удивился. И что могло случиться? Дом их был примером. Тихие, спокойные, улыбчивые соседи. Таких поискать не найти. Никогда никаких скандалов и неприятностей. Наверное, поэтому все хотели купить тут квартиру. На входе он поинтересовался у полицейского, что случилось. Тот в свою очередь спросил, как его зовут и из какой он квартиры. После ответа мужчину повалили на землю, одели наручники и забросили на заднее сиденье полицейской машины. Разорванный пакет с едой так и остался лежать на асфальте. Изумленные лица соседей – это все, что он успел заметить в стекло задней двери, когда машины полиции, включив сирены, рванули с места. В участке его посадили перед следователем и стали допрашивать, но мужчина вспомнил, что по телевизору видел, как один знаменитый адвокат давал советы тем, с кем случается такое несчастье. И он отказался отвечать, потребовав себе общественного адвоката. Покричав на него еще часок, полицейские вынуждены были пригласить адвоката. И тот добился того, что мужчину поместили в камеру-одиночку и не допрашивали, пока адвокат не ознакомится с тем, в чем его обвиняют. Адвокатом была женщина. На следующий день пришла в камеру задержанного и поведала ему такую историю. Его жена, пока он ходил в магазин, разорвала на себе платье и поцарапала лицо и руки. Потом вызвала полицию и объяснила им, что муж избивает ее, и она боится, что может убить. После чего мужчину и задержали. Тот слушал адвоката, не перебивая. Его глаза вылезли из орбит от удивления, а челюсть, нижняя челюсть, опустилась. Короче говоря, лицо его выражало такое неподдельное изумление, что женщина-адвокат положила перед ним пачку сигарет и сказала покурить и успокоиться. А она пока пойдет и узнает еще несколько подробностей. Адвокат носила ему передачи. Она много повидала на своем веку, и такие случаи были для нее совсем не редкость. Ей от души было жаль мужика, просто так попавшего в тюрьму. Она рассказала ему, что его бывшая жена давно уже живет с другим мужчиной, который въехал в их квартиру всего-то через неделю после ареста. Все это так огорчало мужчину, так он никак не мог успокоиться и примириться с произошедшим. Когда его выпустили из тюрьмы, то он подписал бумагу, где было написано, что ему категорически запрещено приближаться к бывшей жене и его бывшей квартире. Он пытался звонить детям, но они отказывались разговаривать с ним. Их мать сказала им, что он бил ее все время. Просто она не рассказывала им раньше об этом. Адвокат помогла ему устроиться в социальное жилье, такую, знаете, маленькую квартирку, где жили нищие. Она же устроила мужчину на стройку к своему знакомому. Иначе нигде его на работу не брали. Устроился плиточником. Это хорошо у него получалось. И вскоре он уже по выходным подрабатывал частными заказами. И появились деньги, которых раньше всю жизнь не хватало. Казалось бы, жизнь начинает налаживаться. Но судьба приготовила ему еще один удар.
ибо несчастье всегда ходит парой. Боли в голове после обследования оказались совсем не случайными. Жить ему оставалось всего год. От силы. Узнав об этом диагнозе, приговоре, мужчина не огорчился. Он решил, что это естественное завершение его истории, и все же он не мог уйти, не поговорив с бывшей женой и не выяснив, почему и за что. Эти вопросы не давали ему спать, и тогда он вспомнил о своей бывшей начальнице. Начальнице фирмы, где они вместе с женой и работали. Она всегда хотела поменять плитку во всей квартире, но стоила эта работа очень дорого. Он позвонил ей и предложил сделать за полцены. Начальница согласилась, и вскоре ему удалось убедить ее, что он совершенно нормальный человек. Она прониклась к нему доверием, и мужчина рассказал ей, что единственное, что он хочет просто поговорить с бывшей женой и принести ей свои извинения. Начальнице понравилось его намерение. Недалеко от города был клуб воздушных шаров, куда возили всех туристов. Они поднимались над городом, и это было восхитительное зрелище. Мужчина предложил начальнице организовать поездку для всех работников фирмы туда, вроде как бы за счет фирмы за хорошую работу. Он взялся оплатить все расходы, и это, естественно, сыграло свою роль в дальнейшем. В корзины сажали по 2 человека, и единственным его условием было остаться в этой корзине наедине с бывшей женой. Начальница согласилась, и вот вскоре на закате автобус с работниками остановился возле готовых к взлету воздушных шаров. Их стали рассаживать в привязанные к земле корзины. И когда шары взлетели, мужчина обернулся к женщине, стоявшей тут же, и снял с головы капюшон. Увидев, кто с ней находится рядом, она закричала и стала требовать, чтобы воздушный шар опустили вниз, но было слишком поздно. Никто не слышал ее криков. А мужчина совершенно спокойно спросил ее, почему она так поступила с ним. Ему очень важно было знать причину, и тогда, заводясь все сильнее и сильнее, женщина стала кричать на него. Она говорила, что он никогда не был для нее близким человеком. Она говорила, что он всегда был ей противен. Она говорила, что всегда мечтала развестись с ним, но он не хотел. И она решила поступить так, как только вырастут дети, и добавила: «Скажи спасибо, что я не сказала полиции, что ты всю жизнь бил меня и детей». «Но я же никогда не бил ни тебя, ни их», – изумился мужчина. «А все равно поверили бы мне», – ответила бывшая жена. Мужчина посмотрел на нее долгим взглядом и улыбнулся. «Ты думаешь, что тебя поверят в любом случае?» – спросил он. И женщина ответила утвердительно. Он взялся 2 руками за тросы, идущие к шару, и, поднявшись, встал на край корзины. Потом усмехнулся, посмотрев пристально в глаза бывшей жены, сказал: «Да будет так». Развел руки в стороны и рухнул вниз с огромной высоты. Он умер до того, как упал, его сердце просто разорвалось. На допросе в полиции начальница молчала, как рыба об лед. Она утверждала, что этот человек прокрался и обманом проник в корзину. Арестовали бывшую жену человека. Не сразу, естественно. Полиция собирала доказательства, но никто не верил ее рассказам. Все подозревали, что это именно она выбросила бывшего мужа из воздушного шара. И не посадили ее только потому, что хороший адвокат сумел доказать, что по совокупности косвенных улик она невиновна. Но судья принял свое решение. Освобождена по недостаточности улик. Она осталась обвиняемой. И начались несчастья.
Сначала ее, естественно, уволили с работы в связи с сокращением кадров. Потом выяснилось, что в любой фирме ее узнавали в первую же минуту. Дело-то было громкое, и устроиться на работу она смогла только уборщицей. А вскоре ей стали сниться по ночам сны, страшные сны. Она все видела, последнюю улыбку бывшего мужа, а потом то, что от него осталось после падения. Ведь ее попросили опознать тело. Женщина просыпалась с криком и утром чувствовала себя совершенно разбитой. Мужчина, который всего через неделю занял место выгнанного мужа, давно съехал от нее. Он никак не рассчитывал на такие проблемы. Женщина стала ходить по врачам, но ни психологи, ни психоаналитики, ни психиатры не могли помочь ей. А сны становились все хуже и хуже. Она просыпалась теперь несколько раз за ночь и могла уснуть только при помощи очень сильного снотворного. И тогда ей посоветовали искать всяких экстрасенсов и колдуней, что она и сделала. Продав квартиру и переехав в малюсенькую комнатушку, ведь колдуньи и экстрасенсы дорого берут, особенно если они известные личности в своем деле. Не хочу никого обвинять в некомпетентности, но помочь ей никто не смог. Деньги расходились, а результата все не было. Вернее, он был, но совершенно не тот, на который рассчитывала женщина. Теперь она уже и днем видела эти страшные сцены, и тогда одна знакомая сказала ей о нескольких колдуньях, живущих в разных городах. Они вроде бы никого никогда не принимают, но иногда делают исключения. И женщина начала свои хождения по очередному кругу ада. Колдуньи, соблазненные большими деньгами, обещанными им, принимали ее, но никогда не пускали дальше порога. Только взглянув на нее и пройдя с ней пару шагов, они категорически отказывались слушать ее и помогать. Они просто выпихивали ее за дверь и требовали больше никогда не приходить. И самая последняя старушка, согласившаяся принять ее, поступила бы точно так же, если бы женщине не стало плохо. Усадив ее на стул и дав понюхать на шатырке и выпить стакан воды, колдунья сказала: «Рассказывай, но не смей даже открывать сумочку и вытаскивать деньги. Я ничего не возьму у тебя. Говори и уходи». И женщина начала говорить. Она говорила о том, как ужасно бывший муж поступил с ней. Он сломал ее жизнь, и она хочет сделать все, чтобы избавиться от этих снов, видений и всего, что с ним связано. «Значит, говоришь, это он во всем виноват?» – спросила колдунья. «А на могилку его ты ходила? Прощения просила?» Женщина закричала от возмущения. «Я должна ходить на его могилку? За что мне просить прощения? Я ни в чем не виновата. Это он так поступил со мной». «Знаешь, почему все отказываются тебе помогать?» «Да и я тоже не смогу», – спросила старушка-колдунья. «А все просто. За твоей спиной стоит такое горе, несчастье и безысходность, что любой, прикоснувшийся к ним, не сможет жить потом. И никто тебе не поможет, ни врачи, ни церковь, ни экстрасенсы с колдунами, никто, никто, кроме самой тебя. А не поймешь, то и дорожка тебе одна». Старушка-колдунья вытолкала за дверь женщину и строго-настрого приказала не приходить больше. Наступила зима. Идти на кладбище было тяжело. Лютый холод, мороз, ветер. С огромным трудом она нашла могилу бывшего мужа и долго стояла, не решаясь зайти за ограду. Стояла молча, потому что слов не было. Так она и стала ходить. Подойдет молча, постоит и уходит.
А сны становились все хуже и хуже. Теперь ей казалось, что это не бывший муж выпрыгивает из корзины воздушного шара, а она. И волосы ее постепенно стали седыми. В зеркале очень давно она не узнавала себя. Оттуда на нее смотрела незнакомая старуха с глазами полными ужаса. В тот вечер, особенно ветреный и морозный, она, возвращаясь от могилки бывшего мужа, поскользнулась и, упав, растянула какую-то мышцу. Идти было больно и долго. Добравшись домой, первый раз за все годы она забыла принять снотворное, а выпив обезболивающее, провалилась в марево, давно заменяющее ей сон. Мужчина стоял и смотрел на нее в упор. Он держался двумя руками за стропы, идущие от корзины к воздушному шару. «Погоди, погоди!» – попросила она его. «Не прыгай сам, не прыгай, подожди меня!» Мужчина остановился. «Ты приходишь ко мне, но ничего не говоришь? Зачем тебе прыгать? Какой в этом смысл? Это ничего не изменит». «Прости меня», — попросила она, — «прости, это я была во всем виновата. Я знаю, что ты не простишь. Я причинила тебе столько боли и горя. Но я не хочу отпускать тебя в этот раз. Я хочу прыгнуть с тобой». Мужчина посмотрел на нее долгим, пристальным взглядом и улыбнулся. «Ну что ж, становись». Он подвинулся, и женщина, взявшись за стропы воздушного шара, стала рядом. Потом они взялись за руки и разом отпустили стропы. Падение было долгим, и женщина проснулась от своего крика. Она, прихрамывая, подошла к умывальнику, пора было собираться на работу. Несмотря на сильную боль в колене, она опять поехала на кладбище. За оградой могилы, прямо на плите, заметанный снегом, сидел малюсенький черный котенок. Он дрожал от холода и тихонько пищал. Женщина открыла калитку и зашла внутрь. Она взяла малыша на руки и положила внутрь пальто и кофты на грудь. И малыш начал согреваться. Он тихонько шевелился там и устраивался поудобнее. Слушая его шевеление, женщина незаметно для себя опустилась на маленькую скамеечку. Она начала говорить. Она говорила, наверное, полчаса, пока ноги совсем не замерзли. Потом она встала и пошла домой. Колено больше не болело. Она совершенно не помнила, о чем говорила, но маленький котенок тихонько посапывал. Она прижимала его правой рукой к себе, и он дремал. Ему было хорошо. Больше ей не снились страшные сны. Ей вообще не снились больше сны. Она постепенно пришла в себя и смогла вернуться на работу в старую фирму, куда ее приняли, несмотря на то, что бывшая начальница была против. Женщина работает теперь начальником бухгалтерского отдела, и говорят, что она глотку готова порвать любому, кто хочет обидеть или накричать просто на одного из самых слабых работников, такого забитого, маленького, лысого мужичка в очках с бесконечной извиняющейся улыбкой на губах. Будто все несчастья этого мира по его вине. Она приносит ему завтраки и помогает с квартальным отчетом. А котенок превратился в огромного черного лоснящегося кота, хозяина маленькой квартирки, где теперь она живет. И это конец этой истории. А выводы делайте сами. Устала я. Тяжелая была история-то.